Только за последние 10 лет на одном и том же участке Малгобека проходит второе масштабное строительство. И не опять основа строит детский сад «Сказка». Такое вынужденное решение было принято руководством региона. Из-за ошибок предыдущих строителей нахождение в старом дошкольном объекте угрожало безопасности, здоровью и жизни детей. Воспитатели, дошколята и их родители рассчитывают, что на этот раз авторы новой сказки – добрые и совестливые дяди-подрядчики. Но и это покажет только время, точнее эксплуатационный срок. Строительство детсада началось в декабре 2022 года. 3 этажа вместе с цокольным уже возведены. На объекте трудятся более 50 человек. Каменщики, бетонщики, кровельщики, электрики. Задействовано 7 единиц техники. Рабочие завершают последние штрихи кладки, уже на днях приступят к кровельным работам. Основные несущие конструкции выполнили, монолитные конструкции выполнили. И кирпичную кладку подвального этажа завершили. Первого, второго этажа кирпичную кладку у нас продолжает. Идет. Наружный, внутренний стен. Детский сад «Сказка» был построен в 2012 году подрядной организацией Limited. За неполных 9 лет здание пришло в плачевное состояние. На фасаде и несущих стенах появились крупные трещины. Потолочные стыки расходились. Выяснилось, что не проводили предварительный анализ и испытания грунта гидроизоляции. Потолки протекали, в подвалах постоянно стояла вода. В 2021 году учреждение проинспектировал глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что за трещины, проседание пола и просачивание грунтовых вод штрафовали администрацию детского сада, когда виноваты были подрядчики. Мы только и делаем. Вот построили больницу, мы за ними идем там доделывать. То очистные, то стены валятся, то кирпичи валятся. Второй, значит, больницу то же самое. Дом построить без котельной. И вот идет эта цепочка, да, вместо того, чтобы дальше продвигать, что-то делать новое, вкладывают деньги такие. Они же деньги-то выплачены. У нас денег на это ремонт нет. Теперь надо изыскивать. И им плевать. Махмуд Али Калиматов после своего визита поручил провести независимую строительную экспертизу, чтобы оценить техническое состояние здания. В итоге учреждение признали аварийным и запретили принимать там детей. Пришлось более 200 дошколят распределить по различным городским детсадам. Более 90 сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск. Так, власти региона приняли решение построить здесь новый дошкольный объект. Реализации проекта не нарадуются родители, которые опасались за своих детей и неоднократно обращались в прокуратуру с просьбой провести проверку. Видя эти трещины, даже если они отремонтируют, вдруг что-то случится. Мы рады, что новое здание будет, и спокойно будем проводить своих детей. Детский сад возводится в рамках нацпроекта «Демография». Получать полноценное дошкольное образование здесь смогут 220 дошколят. Это один из 12 садов, по которым мы заключили контракты на их строительство в прошлом году в декабре. Строятся за счет средств федеральной субсидии, ну и плюс софинансирование из республиканского бюджета. Там в разных программах оно разное, в данной программе там 1% софинансирования. Стоимость объекта составляет 240 миллионов рублей. В новом здании создадут все условия для физического, умственного, творческого развития малышей. В нем разместятся групповые помещения, пищевой и медицинские блоки, актовые, физкультурные, музыкальные залы, кабинеты психолога. Во дворе оборудуют теневые навесы, детские игровые площадки, подведут все коммуникации и примут необходимые меры для обеспечения безопасности. Внутренние, наружные сети мы уже планируем. Уже почти наружные сети мы уже подвели к зданиям. Водопровод, канализация. Соблюдение технологий, наличие необходимых документов, качество инструментов, порядок проведения работ, влияние погодных условий на темпы возведения объекта. Весь процесс строительства контролируют специалисты технического надзора. Все работы ведутся в соответствии проектно-сметной документации, отклонений проекта нет у них. Любой материал, который завозится на строительную площадку, проходит входной контроль. Предъявляются сертификаты качества на материал. Одновременно на участке строительная компания занимается старым зданием. Намерены в течение 3 недель окончательно его снести. Для демонтажа привлекут дополнительную технику. Мы подготовили для этого сноса здания рабочих 20 человек. 2 единицы экскаватора и 1 ножница и 4 КАМАЗа.
Уже совсем скоро странствующие маленькие воспитанники смогут вернуться в родной сад. Согласно графику, подрядчик должен сдать объект до конца 2023 года. Рассчитывает, что завершит с опережением сроков. Ну а малгобекчане надеются, что у этой сказки будет счастливый конец. Диана Дударова, Хамзат Халухоев, Новости 24.